Февральский снег в этом году не совсем стандартный. Стояла долго морозная погода. Последнюю неделю пару раз +1. Сегодня -3. 1 марта -3. Температура мягкая, нормально. Поэтому снег, который до сих пор выпал, он практически был весь пухляк. Проваливался на мотособаке первый сорт. По такому мягкому, глубокому снегу согласен. Охренеть. Тонет, блин, полметра почти. Да и на снегоходе тоже. Как у меня друг назвал это, одноклеточная опять застряла. И мы решили все оставить чуть-чуть на потом. О! Оу! Потому что снег валится, техника не едет, вообще ни в какую не хочет. Вот, Сашка доехал до сюда, тоже бросил. Вообще без вариантов. О, еще и цепь порвал. Грусть, печаль, как говорится. Мы приехали в избу часов 8, наверное, где-то. Это благо, кто-то когда-то там, кто-то где-то ездил. Блин, благодаря им мы сюда заехали. У нас задача. Чтобы куда-то выехать, надо пробить сначала дорогу. Вот и проверяем. Февральский снег в этом году. Ну что, товарищ, давай работать. Ну, с утра у нас мотособачья жизнь оживает. Мотособака, снегоход. Почти одно и то же. Ну что, бруствер проскочили? Впереди лыжня. По лыжне как пойдет? Сейчас проверим. Ну что, проверим, как держит природная лыжня. Вроде нормально. Первый сорт. Едем дальше. Я смотрю, тут живность пошла. Там вначале лисы все бегали, в том числе в первую очередь по моей лыжне. Ну и зайцы стали перебегать дорогу. Ну, хорошо. Может, и я остановился, но не отметить нельзя. По лыжне никаких проблем. Шурует снегоход первый сорт. Лыжня кончилась, поехал дальше. Конечно, не такой первый сорт стало, но тянет спокойно. И в горку, и, по крайней мере, небольшие горки берет. Вытягивает. Тонет, в принципе, можно сказать, нормально, но вытягивает. 20 сантиметров тонет. А лыжи вообще поверху идут. Ладно. Дай бог, дальше потянет. Пожалуй, зря остановился, чтобы похвастаться. Перестал тянуть. С места не может сдвинуться. Ух. Верхний слой снега чуть-чуть плотнее, а внизу рыхлый. Ну, не поедет, что ж. Пойдем пешком пробивать. Повторим прошлый поход. Ну нет, так нет. Пойдем пешком, делов-то. Ну что, продолжим пробивку дороги по февральскому снегу. Раз мотособака не хочет вести меня. Ну, как говорили наши приятели, дранг на Хостен, а потом на запад все бежали первый сорт. И что это каждые 100 лет решают повторить это? Блин, надо что-то там сделать, типа пустыни. Сильно не прощаюсь, давай. Ждите. Ух ты. Ух ты. Верхний слой снега плотный. Где-то сильнее, где-то слабее. А внизу под этим плотным снегом рыхлый. Лыжа тонет. Ха-ха. Те же 20 сантиметров, что и снегоход. Ну, порядочно. Ладно. Калории у нас есть пока, поэтому топчем. В надежде, что в следующий раз
Этот участок мы проскочим на снегоходе. Пробиваемся к своим местам. Ну, зайца этот снег хорошо держит. Поскакал. Обратно поскакал. И след-то свежий. Как будто он свежие снежинки. Похоже, под той елкой полежал. От меня, что ли? Ну, ладно. А рябчика, в принципе, снег тоже ничего нормально держит. Ты что, нет бы взлететь и там поклевать почки. Нет, потопал. Потопал. Нижние почки с нижних веток поклевал. Дышлодырь. Лисий след. Под сосной проскочил. Видно, как когти вон болотит, то бишь ногу сильно не поднимает. Но сильно и не тонет. Снег так уплотнился, что человека вот не особо. Тем более мотособаку. Рябчик. С леса вышел, протопал, а здесь взлетел, он крыльями махнул. Что-то здесь плотно следы идут. Вот отсюда рябчик взлетел, крыльями вот сейчас шваркнул и полетел. Полетел куда-то дальше в лес. Так, ну что, посвистим самкой. Тишина и спокойствие. Ну, для них весна еще не наступила. Ладно. Не хотите сниматься, а Бог с вами. Идем дальше. Глубоковато тонет. Что-то похоже, что тут не один рябчик, а целая куча. Стайка гуляла. Какие гуляки. Когда стайка охотится интересно, тогда наткнешься на нее, они разлетаются в разные стороны, а потом через какое-то время стремятся друг к другу. Тогда и на свисток реагируют. По крайней мере, порха я не слышал. Взлетов. Куда-то отлетели. Кстати, свежие, но сейчас полдень. Мне бы так бегать, как рябчики. Ух, сколько бы я тут пробежал. Да, все-таки умная мысля приходит опосля. Фотоловушку не взял. Тут и лиса могла попасться, и заяц, да еще и рябчики. Хотя они вряд ли прилетят снова на это место. Вон, следы рябчиков. Нельзя сказать, что совсем хреново такой снег в нашей живности. Даже лосю. У лося гора мышц и длинные ноги. Он, конечно, неудобство будет испытывать, потому что верхний снег плотный, а потом нога будет проваливаться, там более рыхлый. Но если он решит бежать со своими длинными ногами, может и 100 км в час по такому снегу дать. Без особых усилий. А вот волку в это время, ой-ой-ой, товарищ тяжелый, ноги не ласты, не такие широкие, большие. Вот ему хреново да хреново. Недаром в соседнюю деревню от нас тут недавно волки выходили. Пара волков-то там давно уже ошивалась. Одного волка там осенью к бандере отправили. Уж больно нагло он попробовал собаку вести прямо под носом у охотника. Какой охотник это терпеть будет? Ну и пришлось шкуру снять и сдать за 20 тысяч. Нормально. А тут еще 4 волка. В соседнюю деревню явились. Сейчас, недавно, в феврале. Снег глубокий, тонут. А тут живность бегает. Звуки издает вкусные для них. Вот они и залезли в сумерках. Ну, мужики, как нормальные российские ребята, медленно запрягают. Поэтому женщине, хозяйке, стало жалко живность. Собаки там завыли, залаяли во всю глотку. Но она одностволкой с одним патроном выскочила. Смотрит, волки решили закусить ее живностью. Какая нормальная российская женщина это выдержит? На, получай, волчара. И один волк кирдыкнулся. Тут проснулись мужики. Так как волки по глубокому снегу, глубокий снег не залезли, убегая от обозленного народа, побежали по дороге. И это было их ошибкой. Мужики догнали и друг за другом еще 3 взяли.
Так, ну что, опять рябчик дорогу перешел. Так что 4 волка остались на руках. Вернее сказать, их шкуры народ потащил их сдавать. Один остался. Он осторожный. Просто так народу не лезет. Собственно говоря, поэтому я ружья и не взял. Потому что по такому снегу они могут тонуть и глубже, чем я. Встречаться с ними вредно для здоровья, но одиночка волк, который еще пуганный, на глазах стреляли сородичей, не полезет на человека, уйдет. Поэтому без ружья и ходим. Что такое? Хваленое крепление соскочило. Вот блин. Так, а мы сейчас меряем глубину снега. А то тонешь. В разных местах, конечно, по-разному. Ну, скажем, вот где-то здесь. 62 сантиметра. Ну, нормально. Лучше бы держал, вообще бы класс бы было. Ой, пробиваться еще далеко, мама мия. И порядочно тонешь-то. Ну, относительно порядочно. Кто сказал, что кто не курит, тот перекуры не делает? О, делает, да еще как. Сколько-то протопали. Но еще далековато нам пробиваться. Громадный плюс, что в следующий раз по этой лыжне тут я снегоходом доеду. Вообще-то сейчас 5 секунд. Отдохнем и дальше еще пройдемся. И вообще, долго отдыхать вредно для здоровья. Радикулит как схватит, слабо не покажется. Фу. Местами слабо тонешь. Только похвалил, блин. Тонуть-то. Вот, блин, не было печали, за черти накачали. Правая палка, блин, в какую-то яму провалилась. Вторая палка в какую-то яму угодила. Туда провалилась. Вот редиска. И я направо завалился. Ну, что ж, бывает. Я же опирался на палки. Можно сказать, программу минимум выполнил. Я, в принципе, сегодня до сюда и хотел дойти. Так, ну что можно сказать по пройденной дороге? Там, где был бор, живности практически не было. А там, где елки, и тем более там овраги, перелески, болота подходят, там их навалом. Зайцы, лисы, рябчики. Белок что-то не видел. Так, а что это я решение принимаю на голодный желудок? На голодный желудок расплюнуть, неправильное решение принять. Закусим. Много кушать вредно для здоровья. Талия пропадет. Едем назад. Если бы это было лет 50 назад, я бы отдыхающий тут добежал за день. От дороги до того места, куда я хочу пробить дорогу, чуть меньше 7 километров. Если бы это было лет 50 назад, я бы за день пробил бы. А сейчас, ой-ой-ой. Еще, боюсь, 2 дня пробиваться надо будет. Порядочно тонешь. В трусах 109 килограмм. Вон видно, как верхний плотный снег не держит меня, прогибается и проваливается. А я проваливаюсь дальше. Ура, дошли! Ну что, заждался, товарищ? Сейчас мы тебя заведем. Ну, сначала перекурим, отдохнем, и потом развернемся и поедем домой. Фу, нелегкая эта работа, из болота тащить бегемота. А разворачивать снегоход тоже не особо. Вау! Хорошо, что он легенький. Давай сюда. Почему я стремлюсь попасть в те места, где я обычно развлекаюсь с рыбалкой? По одной простой причине. На карасей накупил приманок. В рекламе показывают, что вот так показывают еще воздух, еще воду не опустили. Там карасей сами выпрыгивают и за палец кусают. На такую рекламу какой рыбак не клюнет, да еще похлеще карася. Ну, впечатлило, я человек впечатлительный. Решил проверить. Осталось только дорогу пробить. Пробьемся и проверим. Зима еще долгая. У меня несколько приманок, все проверю.
Соответствует реклама или не соответствует реальности. Я, конечно, представляю, что реклама это практически 99% обман, но так охота обмануться иногда.